Всем привет! Сегодня я на другом берегу нашей реки, наше село. Переправился на лодке и буду направляться в тайгу, посмотреть грибы. Ну, если получится, морожку также посмотрим. Здесь мой зритель привык смотреть многосерийные фильмы, но пока, к сожалению, у меня не получается с ночевкой куда-либо съездить. Так что сегодняшнее видео будет односерийный. Посмотрим, что за поход будет. Поснимаю, что есть в лесу. Все я буду показывать. Приятного вам просмотра. Сегодня 20 июля. И как вы заметили, я в демисезонной куртке. На улице у нас не летняя погода. Лето в этом году к нам даже не приходило, стороной ушла. До сих пор холодно. В лесу я пока как бы не чувствую комаров. Из-за того, что прохладное утро, их просто нету. Ну, здесь такой вот небольшой такой вот лес. Там дальше будет бор. Здесь березняк. Молодняк, березняк, подсад. Как еще по-другому назвать. В этом сезоне уже раза 3, наверное, ходил за грибами. Все это я показывал на втором канале. В группах ВКонтакте. Группа называется «Будни Олега». Там уже показываю повседневно жизнь. Ну, тут грибы как бы я уже вижу. Подберезовики это получается. Несколько штук уже прошел. Они, оказывается, есть. Но уже негодные. До этого были дожди у нас. Небольшой выход грибов был. А сейчас надо посмотреть. Вон там даже вот. Смотрите. Сейчас переверну камеру. Уже появились комары. Вот такие белые первые грибы. Беру только шляпкой. Да и то они у нас уже, смотрю, нехорошие. Серьезно, вот смотрите. Грибы-то есть. А этот более-менее терпимо. Вот там еще. Оказывается, они в таких кустарниках даже вышли и немало. Смотрите, там тоже гриб. Но здесь, как-то скажу вам, неохота ходить. Хочется по ягоде побродить. Давайте на потом это оставим. Ну, этот где-нибудь в кустах оставлю. Вот здесь. И дальше пойдем. Грибы по-разному выходят. Как-то сезонно. Где-то в березняках. Бывает на ягоде или же возле дороги. Не угадаешь. Идешь, скажем, вдаль, чтобы найти больше. А вот может даже если здесь я вдоль дорог поброжу и жареху найду. Ну, мне хочется просто побродить по тайге. Ну и здоровье немножко начало меня испытывать на прочность. Такие дальние походы скоро нам придется отменить. У меня что-то происходит непонятное. Что-то ноги начали болеть. Раньше много ходил, не уставал. И нигде не болело. Сейчас что-то начал чувствовать это. Ладно, идем дальше. Я уже
В Сосновом Бору. Вот так. Ты выглядишь. Вот гриб, пожалуйста. Белый гриб. Даже чистый. Второй вообще в земле. Чистый гриб. Первый. Удачненько я зашел. Вот он. Даже похоже на... Ну, оно коричневый, конечно, тоже, но шляпка чуть-чуть бледноватая, похоже на луговой. Ну, пока беру, потом посмотрим. Надо сломать наполовину, срезать. Может, даже и шляпка червивая. Передо мной тоже грибник пошел. Ну, а вот еще. Сейчас переверну камеру, ребят. Вот он еще гриб. Вот, второй, ну, ножка оставляю. Как-то неохота их брать. Пожалуйста, 2 гриба. Кто ищет, находит. Спешить не надо, спокойно идти. По своему пути и найдете свой гриб. Несмотря на то, что перед вами грибники ходят, все равно они от вас стараются убежать, смотрят даль, под ноги не смотрят, и это уже гнилой. Так и идем. Вон еще один. Но засухи я не чувствую, потому что под ногами ягель не хрустит, ничего. Белые грибы, между прочим, вышли. Это тоже как-то, даже скажу вам, пругый, но хороший. Немножко с дырочками, но буду брать. Ну все, сейчас уже достаю нож, пакет. И здесь пройду вон там. Вон еще один. Ты смотри, опять белый. Что происходит, не понимаю. Откуда они? Что, тут не собирали, что ли, грибы? Тоже, в принципе, хороший. Проверить ножом. Так. Пожалуйста, нормально. Там дырочки есть, но гриб сам по себе хороший. Так что, я думаю, на жареху наберем. Тут еще. Смотрите, красноголовики. И этот много гнили. Ну, один возьму. Ножка гнилые, а вот еще один. Вон там, смотрите, еще 3. Я и не заметил. Тоже надо чистить дома. Проверю. А вот эти я бы и не заметил. Если честно, сейчас фотографии еще сделаю. Красивые фотографии. Вон он. Смотрите, какой. Даже не знаю. Ну, фотографии потом в Телеграме или ВКонтакте посмотрите. Там выкладываю. Немножко тоже. Вот здесь плохие. Лучше сразу шляпку взять и все. Сам гриб не очень хороший. Вот так. Потихоньку. Вот еще один. Красноголовый, они, даже скажу вам, гнилые. Можно на сушку, наверное. Другие люди берут, но я такие оставляю. Тут проверяли. Вот еще один. Тебе хороший даже. Хороший. Белые грибы хорошие. Интересно. Я пакеты всегда собираю. Сильно не ругайте. Бесполезно. Ваш ругань. Это, когда меня ругаете, это горох об стену. Меня не переучить. Самый хороший посуда хорошая. Это пакет легкий, удобный. Так.
Ну, идем дальше. Нашел белый. Не хотел включаться, но на виду уже. Что-то он этот вроде здоровый. Даже ножки такие. Надо проверить. Ну так себя чистить надо. Да, такие уже как бы брать. Ну, смотрите. С виду он даже ножки терпимо хорошие. Нет, не буду брать. Что-то мне не понравилось. Вот грибы находим. Есть чуть-чуть. Не скажу, что их много, но достаточно будет. В прошлом году тоже их много собирали. Сушили очень много. И сушеные грибы у нас так и остались. Вот, проверяли тут тушки. Как бы вообще не употребляли их, не ели сухие грибы. А замороженные вот это все у нас ушло. Если будет в сентябре грибы белые, хороший выход, то думаю больше надо набрать белые грибы и также заморозить. С картошкой потом зимой очень хорошо пожарить, там вкусные они. Именно белые грибы. Боровики я имею в виду. Смотря какой год, какой осень будет. Лучше не загадывать ничего. Потому что никто этого не знает. Когда много надеешься, наоборот получается. Будем собрать то, что будет. Планы на многое лучше не загадывай, ребят. Все, идем дальше. Вот тут проверяли ножки, дорожки остались и все. Видно, как люди ходили тут. Ходили, но вот видите, пропускают. Хороший. Шляпку берем. И ножки хорошие. Ладно, забираю. Твой гриб всегда тебя дождется. Очень много валежников, как видите. Этот как-то вот завис. Надо запомнить это дерево. И по первому снегу сюда приехать, забрать. Как бы спилить в мастерскую. И я работаю. И вот эти дрова хорошие. Эти тоже, вон, смотрите, просто лежат они. Кому они не надо. И от корня они в стороне лежат. Их можно забирать. Так что посмотрим, может даже и на мотособак или на буране приеду за этими дровами. Вот кругом дрова, кругом. Просто их валом лежит. Только выключаю камеру. Я сегодня на смартфон снимаю. И сразу появляются грибы. Как будто ждут, когда я выключу этот смартфон. Хороший, вот, вообще белоснежный. Он. Видите, без червей. Вот. Он еще второй, а это третий уже почернел. Раньше выход был. Вот он тоже вообще здоровый. Мне привычнее вот так руками собрать, чем вот это. Нежиться этим ножами, блин. Ну понятно, белые грибы, они ножки твердые, толстые. И лучше все хорошие. Лучше ножом. Черника уже поспевает. Черника уже становится синяя. Вот. Хорошая черника. Неплохо урожай.
небольшой будет черники. В прошлом году их просто навалом было. Ну, я не знаю. Я показывал вам в своих фильмах. Я ходил, у меня сапоги синие, весь такой синий по колено из-за черники. Обилие черники было. Самое обидное то, что черника никому не нужна. Никто не принимает. Раньше за границу ушло, а сейчас черника. Немножко приемка была и все. Все под снег ушло. А принимали бы по хорошей цене. Люди собирали. Так что в этом году хоть еще спрос будет. Черники мало. Так что много не наберешь. Надо пользоваться моментом, когда лес, тайга дает чернику. Да любой вид ягоды. Тогда надо приемку хорошую. Всю осень до снега. Ладно, выхожу на дорогу здесь. Дальше не знаю, куда даже идти. В какую сторону. Здесь развилка. Ну, прямо дальше схожу. Поброжу. Как получится. Там болота. Большое. Тоже, в принципе, можно и морожку посмотреть. И такое вот место. Следы ходили. Сейчас принимают у нас уже морожку 550 рублей килограмм. Люди уже собирают. Ну так, вот сбор идет, но вот за день, скажем, от с 9 до 3 часов примерно человек набирает 4 килограмма. Это адский труд. Много надо ходить, искать, собирать вообще. Спина, чтобы железная была у вас. Хорошо, что хоть не так жарко и комаров мало. Ну, людям надо как-то подзаработать. И они это делают. Плохо, что я не взял второй пакет. Думал, но не взял. Потому что где-то мне надо эти грибы оставить. Придется выгрузить. Ничего, ребят, что болтаю. Что-то вам рассказываю, показываю. Сейчас иду по дороге. Почему бы и не показать вот эти места вам. Для новых подписчиков. Так, ну тут тоже надо посмотреть. Везде грибы могут быть. А вон проверяли, видите? Тут ходили вот остатки. Все, тщательно проверяли ножом. Резали. Немножко уже антикомарином побрызгался. Здесь почему-то оставили вот эти плохие, я даже не буду пробовать. Вот еще два гриба, смотрите. Белый выход хороший тут был. Там еще какой-то. Странно, хороший. Даже хороший гриб. Давайте вот эти еще проверим. Нормальный. Тоже хороший гриб. Вот там. В середине там дырочка и все. Это уже плохой. Это уже он как сейчас съели. Эти хорошие. Два гриба еще в копилку нашу. Но они упругие в пакете. Ничего страшного с ним не случится. Если только для сдачи. Понятное дело, что ножка не сломалась. Это уже утиль. Если только для сушки. На сушку. Вот так. Нормально. Даже далеко ходить не надо.
Покрутился возле села. И вот вам грибы. Полпакета. Там за спиной там грибник. Вообще не люблю суету. Пойду в другое место. По дороге поднимусь. Там еще будет где собирать. А на обратном пути здесь пройду. Вот, да и, пожалуйста. Там тоже гриб я увидел. Тоже белый. Белые розы. Там есть контакт. Чистый. Да. Надо ходить своей дорогой. Вон еще один. На это уже как-то посмотреть. Гнилой. Весь гнилой. За бугорком люди не увидели. Там тоже красноголовики. Так. Ладно. Я, короче, почесал по дороге. Где-то с полкилометра. Чисто дорога будет. Вот по этой. Раньше тут возле дороги много грибов. Первый выход бывает, а в этом году что-то их нет совсем. Зайду, не поленюсь. Сейчас, ребят. Опачки. Это тут вообще на вид они очень хорошие. Да, оказывается, 2 штуки их. Ой, этот вообще. Этот нормальный. Один гриб есть. Я и говорю, тут выход бывает неплохой. Но в этом сезоне что-то вот первый гриб такой нормальный нашел. В прошлом году в июне первые грибы здесь были. Я потом собирал, а мелкие оставил, говорю, для других оставляю. Было дело. Вон. Здесь на мотоцикле едут. Они даже не останавливаются. Не замечают, что тут может быть такая красота. Фотографию надо сделать. Надо. Так. Обрезать, проверить. Так себе. Вот он. Дома проверю. Здесь под этим, под губкой такие вот черви есть, но надо проверить. Почистить дома. Привет! Это поехали за морожкой. Лёшка или у Лёшка отец, как же он называет его имя, забыл. Ну, в общем, любитель собирать морожку, чисто морожку. Даже думаю, ему вот эти грибы неинтересны, на ягоды ходит. Как на работу, каждый день ездят, ходят. Всю осень. Вот, ну, в общем, там я почистил этот гриб. Не такой большой кусок получилось, все выкинул. Терем оказался он. Еще один. Вот это красавец, конечно. Вот смотрите, разве не красота? Фото потом посмотрите ВКонтакте, в группе даже в этой, как сказать, перед фильмом, наверное, выложу. Вот так видишь, вроде красивый, но внутри такая картина. Это все нехорошие, ребята. Не беру я такие, понимаете, не беру. Как-то вот, ну, брезгую, я не знаю, что ответить. Там куча червей. Фу. Там не гриб, там одно мясо. Вон еще белый. Пожалуйста, то же самое.
О, тут нормальный. Вон он белый. Видите? Там есть какие-то змеи ходят, но буду брать. Странно, комара вообще минимум. Совсем мало. Вот еще один. Да тут вообще не собирали грибы. Не ходили. Тоже плохой. Уже плохой. Хороший. От дороги, от Яголи я отошел. Зашел на болотистые места и смотрите. Я подготовился, взял ведро и хочу немножко пособирать. Чуть-чуть. Ну, чтобы полакомиться именно настоящей уже спелой морожкой. Вот они. Спелая морожка. Тут уже комаров много. Момент. Морожка есть. Вот это уже спелая. Видите? Красиво так. Красивые кадры тоже получаются. Вот так. Не спеша. Я говорю, это адский труд. Собрать морожку. Где-то покупатели всегда найдутся. Некоторые продают литра 1000 рублей. И думаю, это нормальная цена. Скажем, даже если вот у вас нет возможности их собирать, раз в год можно и за 1000 купить там и съесть эту морожку. Попробовать съесть. Дары природы. Вы же покупаете, вот скажем, вот, в Макдональдсах этих химию за 1000 рублей. Обычную картошку. Пожаренную KFC. Ладно. Я, в общем, так буду собирать, а потом уже включусь. Не знаю, может и не наберу здесь. Участок-то небольшой. Но немножко есть. Немножко я вижу морожку. Так что пособираю. Тут ручей течет. Небольшой. Там чей-то капкан даже. Но места самого капкана там нету, видать, но ставили зимой, наверное. Ну вот столько я набрал. Потом резко закончилось. Решил поискать. Перейти на другое место, а тут совсем нету. Ну тут места не знаю, где морожка. Это возле первой избы я каждое дерево там знаю, где что растет. Между прочим, там огромный медведь сейчас ходит. Видели даже его. Жду не дождусь, когда поедем с Туланом туда. Погоняем его. Хищника этого. Один гриб еще нашел. Ну тут вроде и сыро. Ну, видишь. Место такое, что... Да, нету морожки тут. Тут уже начало большого болота. Короче, там сырое место. И бесполезно сюда заходить. Только в болотных сапогах. В общем, надо куда-то идти в другое. Искать другой участок. Здесь травы много, сыра. Ну, короче, тут точно я ничего не найду. Здесь болото так болото, блин.
Опа. Видите, как неприятно сыро. Грязно. Какая-то ржавая вода тут. О, бля. Наберу я воды. Черпну здесь. Так. Пока выключаюсь. Увидел крупный боровик. Фу, здоровый. Ребят, ну вот упругий, хороший, но надо посмотреть. Так себе. Весь в дырочках. Такие вот второй сорт. С корнями вырываешь, чистишь. И по упругости, там внутри ничего не проверяют. Ну, вот второй сорт. Это на приемке. На первый сорт не тянет. Меняю место, в общем, еще. Может, где-то будет участок. Но здесь тоже низина, там посмотреть надо. Проверить. Понятное дело, здесь ходили. Но ягоды, ребят, на глаза попадаются. Сейчас поброжу тут. Участок-то хороший. Самое то. Сейчас поглубже зайду в лес. Там в низине ничего не оказалось. Сейчас чуть-чуть дальше пройду. И снова спущусь. Там, короче, ельник. И ну нету. Вообще нету ягод. Гриб хороший. Забираем. Гриб набирается, в принципе, хорошее количество уже. Я не все снимаю, там бывает. Там вот на сыром участке ищу морожку, а там гриб попадает. Здесь я проходил зимой. О, сушина какая хорошая. Чагу искал. Полдня ходил, вообще тут ничего я не нашел, чаги не было. Но места мне показались сырые. Так, поэтому туда и решил сходить. Смотрите, сколько дров лежит. Мама, не горюй. Полкуба. Очень много. Ладно. Схожу. Тут уже начинается вот сырой участок. Но не везде ягоды, не везде. Тоже будь здоров, надо искать. Вот смотрите, ребят, такая поляна небольшая. Там какая-то отметина. Я оттуда увидел. Думал, рюкзак, кто-то тут ягоды собирает. Да, я думаю, подойду. Там мох или прошлогодний, наверное, кто-то тут что-то собирал тоже. И на этой поляне, как ни крути, хоть немножко вот ягоды. Ягоды есть. И вон там вдали, но не крупные, совсем мелкие они. Вот. Опа, вот это кадр. Зайчишка. Обычно остановился. Так, когда свистишь, он останавливается. Вот отсюда он этот, выскочил. Зайчик. Так, ладно, сейчас чуть-чуть поковыряюсь тут. Но скажу вам, даже не знаю, начинать или нет. Что-то совсем мелкие, ужасно они мелкие. Ну да. Неспелые, мелкие. Сочнее. Не, ребят, пойду дальше. Тут этот, нехорошие они. Совсем мелкие. Но он мне так быстро пробежал, вот так. Лиса на них напирается, ну, как сказать, попадает. Не напирается, а попадает. И он быстро он может схватить. Что у них ухо востро всегда.
подпустила вообще близко. Нет, тут что-то не то. Это как-то несерьезно. Совсем мало и мелкие они. Иду пока. Не знаю даже. Ну, трекер включил, чтобы не блуждать. Но в принципе, с одной стороны сыро, тут с другой стороны сосновый лес. Ельник и сосновый лес. Где-то вот между ними иду. Морожки тут совсем нету. Грибов. Грибы встречаю, но они как-то все гнилые. Насчет зайца, что вот сейчас рядом, короче, выскочил. И вот тишина, вроде спокойствие. Нигде никого нету. И так из-под ног выскакивает какой-то зверь или птица. Даже бывает вальшнепы взлетают из-под ног. И сердцебиение такое начинается, адреналин. Хапнешь сразу моментально. Опять сырой участок вот тут я вижу. Ну, по пути. Будет, не так. Мне как-то не напряг, скажем, вот целенаправленно, когда ты идешь собирать эти ягоды, чтобы вот, скажем, подзаработать, набрать побольше и возвращаешься пустым, то вот это огорчение есть такое. Я сегодня пошел за грибами, по пути взял вот это маленькое ведро из-под майонеза. Если будет что набрать там, если попадет морожка, тоже чтобы набрать. С молоком он хорошо идет. Такой вот, знаете, вот как же где-то детские вот, как печенюшки или как это, сухие вот, сухой корм для кошек, для собак. Ну вот и детские, еще сладкие такие вот печенюшки и всяк разные бывают. С молоком, когда на завтрак. Также и морожку, чернику, морожку у нас вот с молоком так употребляем, кушаем. Можно, конечно же, и со сметаной. Хорошо тоже идет йогурт сделать. Можно и коктейли делать. Коктейли тоже молоко, ягоды любых видов. И туда еще мороженое, сладкое мороженое. Все это через миксер. И получается у вас холодный такой вот коктейль. Можно из банана сделать, из фруктов, из разных. Самое главное, ингредиенты там фрукты, ягоды, что у вас есть. И мороженое, молоко, все. Буквально там 2 минуты и у вас холодный такой коктейль будет. Ладно, иду. Болтаю, включился. Опять ягель такой. Вообще нету ничего тут. Ладно, раз начал, я еще поброжу. Там в термосе у меня получается кофе с молоком попью. Тут перо. Чье-то такое вот. Это не у птицы. Как же. О, можно вот так. О. И будет. Если так в деревню приду, в деревню, если так я приду, вот так сфотографируюсь. Вот так вот сфотографировался. Все. Сфотографировался. Остановил на паузу, поставил, сфотографировался. Места вообще идеально тут. Ну так, присматриваюсь. Потому что пешком я здесь, честно, если честно, я ни разу не ходил. И чернику присматриваю, места присматриваю. Много интересного. Каждый раз в новом месте и для себя что-то новое беру. Вообще тут туда еще куда-то ягель идет. Интересно, интересно. Ладно, пока выключаюсь. Будет что поснимать, включусь обязательно. Нашел просеку. Между прочим, тут скажу,
нормально ходили тропа. Ну, эта тропа чисто у тех, кто ягоды собирает. Свежих следов пока вроде как не было. Не вижу. Дальше туда идти не стану. Это однозначно туда, если я пойду попаду, я этот сырое такое вот болотень. Так что я сверну направо, он там тоже как бы болото. И это болото там не обойти. Там вообще плохой участок. Я так думаю. Но здесь я для себя тоже взял. Как бы запомнил эти места. Прекрасные, хорошие. Видите, ягоды, гриба вообще ни свежих, ни гнилых, ничего нету. Вот там болотень. Вот тут проверим еще. Ягод пока не вижу. Но скажу вам, болотень-то самое то. Ну и даже тут кустов нету отморожки. Вот так вот это еще выглядит. Тишина тут, короче, пустота. Решил немножко черники набрать. Но черника так себе еще даже не полностью созрела. Немножко такой ассорти пускай будет. Морожка с черникой. Хорошие, в принципе, некоторые кусты. Нет, небольшой участок. Остановился вроде. Она есть, но начнешь собирать и уже быстро заканчивается почему-то. Вот. Тоже уже негде взять. В прошлом году, вот, да. В прошлом году их много было. Ну, примерно так. Пол ведра. Но никак наполнить не могу. Не получается. Ребят, говорю тихо. Полголоса. Чтоб не спугнуть морожку. Нашел поляну. Начал уже собирать. Начну говорить, снимать, и они убегают, прячутся. Так что давайте без съемки я здесь пособираю. Вот они. Переспелые уже. Немножко уже начинают высыхать. Они есть. Так что тут я пособираю. Надеюсь, смогу я вот это ведро наполнить. Отлично. Вот там немножко пособирал. Здесь буду кружиться. Ну все, погнали. Не знаю, насколько большой участок. Там я еще вижу, ягоды есть. Минут 30 тут еще пособираю. Идем дальше. Вот так. Ну никак не получается, ребят, наполнить это ведро. Там собирал раза 3 или 4, наверное. Обошел там. Чуть-чуть, может, осталось такие нехорошие. Ну, вроде вот так посмотришь, они есть. Начинаешь набирать, быстро заканчивается, а ведро не наполняется. Но он тяжеленький уже. Как бы, когда морожка спелая, она увесистая, хорошая. Так. Тяжело наполнить ведро, но зато вес хороший. Ну, не знаю. Такое вот место. Я уже надежду потерял, что я наберу. Никак не получается. Тут вообще нету морожки. То я уже убедился. Идем дальше. В общем, решил выйти на дорогу. Все, дальше уже по дороге буду ходить. Тут делать нечего. В общем, не нашел, что я искал. Пока так.
Ну что, ребят, сейчас покажу. Ведро полное, с горочкой даже. Короче, я по дороге шел и дай, думаю, еще зайду. Вот смотрите, какая она спелая. Тает, просто тает во рту. Вот сейчас уже время собирать их. Не то, что полмесяца раньше уже собирали, когда она как твердая, как сырая картошка. А сейчас вот в самом соку. Сейчас надо собирать. Короче, шел по дороге и дай, думаю, еще зайду. Посмотрю в одном месте. Это может будет. Но она есть. Небольшой участок. Вот прям пятачок такой. 15 метров диаметром. И немножко набрал. Все, вполне достаточно, больше не надо. Это на угощение своей семье. Конечно, можно и больше собрать, больше ходить, найти такие хорошие места, собрать по 5 литров, по 10 литров, продать эту морожку. На эти деньги можно купить продукты, скажем, консервы. И вот такой процесс, круговорот жизни. Как по-другому? Никак. Кто как может, выживает. 550 рублей, скажем, килограмм. Если вот на сдачу не частным лицам, скажем, подороже, а именно вот на приемный пункт 550 рублей килограмм. На этот 550 можно купить уже, скажем, 4 или 5 банок консервы. Хороших. Из зеленица, вот, мясо цыпленка там вообще идеально. Курицы продают. Вообще класс. И вот так. Набрать, скажем, несколько раз ходить в лес, набрать там банок 20-30, и на эти консервы можно жить просто несколько месяцев, не заморачиваясь, с макаронами там приготовить, в походы брать с собой, там, картошку пожарить с этих консервов, суп сварить. А вот эта ягода, скажем, ну, это чисто на угощение. Много ты их не съешь. И хоть ты много съешь, скажем, килограмм-два, ты все равно не насытишься так, как, скажем, если вы продадите, купите консервы, из этих консервов с макароном сделаете какое-нибудь блюдо, то вы сами понимаете. Многие как бы на эти деньги также покупают товары, одежду и для ремонта дома. Ну, мне, наверное, в этом не надо рассказывать, все прекрасно знаете. Вот, сейчас покажу. Вроде тут я уже собирал. Не знаю, видно, не видно. Но они еще остались. Немного, немного. Ладно, сейчас буду выходить из леса. Снова на дорогу выйду. И уже, ну, не так много уже осталось. Схожу, может, даже и к столику. Такой хороший поход получился. Спасибо тебе, тайга, что даешь нам немножко как бы угощения. Вот. А чтобы на сдачу, я даже и не заморачиваюсь. Здесь очень мало. Если сдавать, то надо мне много, чтобы я пришел, набрал хотя бы 5 литров, и это уже результат. А это за 3 часа банка майонеза, ну сколько грамм тут, 700 может. Это не вариант. Это надо ходить в другие места. А близко здесь, конечно же, конкуренция большая, многие собирают, люди ходят. Да и места такие здесь нехорошие. Нету морожки, мало. Все, идем дальше. Хочется дальше сходить, но что-то у меня на ногах шаровая начала барахлить, начал хромать все. Но ограничитель какой-то у меня сейчас там стоит, много не походишь. Примерно, наверное, ну километров 5, наверное, прошел. Мне еще столько же придется идти. Если до столика дойду, да, то будет, наверное, примерно 12 километров. Маловато.
Что-то у меня, не знаю. Как будто вывих какой-то. Знаете, вот по ровной дороге еще иду. А вот по неровностям вот все какие-то вот точно ограничитель скорости. Как будто у меня не разгонишься. Тут грибы есть вдоль дороги, но не хочется брать они. Пыль, песок там не очень хороший. Вчера, между прочим, тут дождь был хороший тоже. У нас в селе 2 капли капнуло, а здесь поливало хорошо. Стороной прошла туча. На грибную поляну пришел, в общем, нашел. Надо проверить, обрезать. Так, сейчас ножом напополам. Смотрите, этот маленький еще, да, и тоже вообще негодные они. Ну, нафиг. Несколько штук я видел, где-то еще были. Так, вон там я вижу. И вроде тут еще. Так. Бесполезно она этот хороший. Без ножа как-то мне привычнее рвет. Еще вроде где-то какой-то гриб был, а вот еще один. Это вообще красавец, смотрите. Сфотографировать. Классное фото. Там большая дырочка. Тишина как-то безветренно сегодня. Немножко ветерок поднимается и перестает. Слышите клесты? Давно, уже несколько лет их вообще не было. В этом году я заметил уже, вот есть ну, от елки шишки и клесты у нас. Так что есть какая-то надежда, что дичь будет. В принципе, и птицы чего стоят-то. Если зимой клесты будут, то, знаете, вот в прошлом году я вам всю зиму снимал видео, ни одной птицы. А вот когда клесты есть, они даже зимой нас радуют. Ну, веселее как-то. В морозный день так идешь по лесу и клесты там. Вот такое вот место. Хорошее. Недалеко уже у меня столик. Там будет чаепитие. Остановил камеру и сразу. Ой-ой-ой. Короче, поляна грибная. Что-то раньше выходили лишь. Выход разный. Знаете, вот местами даже раньше выходили грибы. Вообще они уже негодные. Сейчас левее возьму. Еще один тоже нам. Хороший. Все плохие. Выход хороший тут был на все гнилые. Вот, пожалуйста, тоже грибы. Тут крайний проверим. Угу. Тут хороший. Удивил. Этот гнилой. Крупный не буду смотреть. Я, ребят, уже почти дошел до столика. Там уже река. Подхожу тихо. Бывают, утки тоже здесь плавают. Смотрите, место какое офигенное я выбрал. Плотва там, ну не плотва, а ельцы плавают. Вот столик наш.
целости, сохранности. Грибы даже есть, вон белый. Два гриба. Ой. Вроде хороший. Ну вот. Будем отдыхать. Отлично. Здесь уже будет перекур. Перекур я не курю, в принципе, я бросил давно уже, после армии. Много раз бросал, начинал. А сейчас с концами бросил и пока не хочу начинать. Пью кофе с молоком, как всегда. Вид такой хороший. Я не думал, что сегодня дойду сюда. Но это не так далеко, 5 километров. Но сегодня мне тяжело ходить. Надеюсь, в скором времени это пройдет, потому что уже скоро будет охота. Осенняя любимая пора. Что надо подлечиться и больше ходить в походы. Что я могу сказать насчет сегодняшнего похода? Вообще, идеально все. Грибы есть, можно набрать. Сейчас еще в одно место заходил. Без съемки, без ничего. От дороги недалеко. Там морожки, короче, можно еще такое майонез ведро набрать. Но он такой, до такой степени уже переспелая, она уже такая вот мягкая. Вот руки берешь, и она начинает уже разлагается вообще. И если будет крутой дождь, то эта морожка просто выпадет. Потому что дождик попадает в морожку, и он из-за того, что еле держится, он просто падает на землю. Все. Это сезон быстрый у нас. Брусника это можно всю осень собирать, и еще под снегом он до весны кустики так стоят. Клюква то же самое, а вот морожка, она так вот небольшой участок времени как бы у него спелой становится и падает. Черника то же самое боится заморозков. Как бы черника хорошая, потом ночные заморозки резко ударят, такой вот, и не появляется. И после этого сразу он тоже становится мягкая, она негодная. Такие вот слабости, слабинки у ягод. Обратный путь я уже снимать не стану. Так, может местами где-то включусь. Где-то, если что-то интересное, грибы много или что-то. Буду идти обратно уже по дороге. Не буду уже ходить зигзагами, искать. Просто пойду по дороге. По ровному месту. Вот такое кино, ребят. Если не лениться, можно набрать все. Можно грибы собирать, можно ягоды собирать. Сейчас еще не такой сезон. Людей мало. Да и чернику еще не принимают. Чернику начнут принимать, мотоциклов будут много ездить. Сейчас такое вот пока ждут приемки. Все зависит от приемки ягод. Себе-то люди много не собирают. Ну, грибы там будут сушить, заморозят. А все остальное просто будет гнить. А когда приемка идет, то уже больше собирают. Вот. Все, я пью кофе и дальше в путь. Похоже, ребят, здесь кабаны. Какой след. Не такой крупный. Вон там грибы. Позади меня вон грибы. Вот на грибы смотрел и случайно вот так увидел. Это след кабана там был. Ни разу вживую еще не видел этого зверя. Или животное, как его назвать. Немножко поснимал на телеграм-канале Будни Олега, там ролик 4-минутный. Вот белый гриб. Вот. Грязный. Здесь прям, ну, дофига. Их очень много.
Ну, я набрал нормально. Нормально, ребят. Смотрите. Фокуса нету. Красноголовиков. А столько оставил еще. Но не проверял. Слишком далеко гриб выжу. Туда я вообще не заморачиваюсь. Иду вот прям от канала немного в стороне. Вот проверяю вон. Там старые грибы. Вон там дальше гриб. Вот, бля, здесь выход хороший был вообще. У меня сосед Николай там, надо сказать, вот этот проверю. Он тоже любитель сбор грибов. Может и придет сюда. Это возьму. Круглый хороший. Всяко разных цветов. Он там тоже вроде как не такой крупный, посмотрю. На жареху набрал. Пожарим. Да, этот не буду даже смотреть. Пускай гниет. На жареху набрал. Больше не надо. Считай, здесь полпакета почти. И там я оставлял. В начале фильма там снимала. Вот это я заберу. И вот чисто грибы пожарим. Вот именно грибы, лук и немножко картошки. Немножко. Вот тогда прям идеально вкусное блюдо получается. Когда много грибов и меньше картошки там. А когда экономия, вот скажем, много картошки, грибов мало. Ну, это уже так себе блюдо. Ну, по-разному бывает. Когда нету грибов, приходится даже 2-3 гриба с картошкой пожарить. Но сегодня наоборот. Грибов изобилие. Я уж капризничаю. Не все забираю, не все проверяю. Да и грибников. Сейчас передо мной кто-то спустился по дороге. Пешком шел. Белая косынка. Он, белый гриб. Хороший. Белая косынка. Ну, обычно у нас такие платки белые одевают мужики. Укрываются. И на белые комары меньше налетают. Все, выхожу на дорогу. Отлично. Там за дорогой большой боровик стоит. Ну, просто сфотографировать схожу. И тут по дороге спускаться две девушки, женщины. Грибники, ягодники. Вон они идут. И кроме этих двух девушек еще я догнал все-таки в косынке, которым человек шел. Я имею в виду, издалека видел. Потом я его догнал. Это знакомый. Тоже за морожкой ходил. Вот. Фотографию сделаю. Между прочим, это был брат у Николая. Ну и по его словам, он ходил далеко. Но ему верить из 100% только 10 слов. Такой любит вообще обманывать. Ну, человек такой, что поделаешь. Говорит одно, а на самом деле может даже и совсем неправда. Говорит, морожки нифига нету. Ходил далеко. Собрал кучу грибов. Но грибы реально есть. Грибы есть. Вот. Ну, немножко уже осталось, где-то с полкилометра там уже наш тайничок будет. Ну, как от дороги чуть-чуть в стороне. Высыпал из пакета. Надо было второй пакет еще взять. Здесь что у меня нормально. Сейчас последней съемкой еще собрал с десяток, наверное. Некоторые грибы только кусок. Сломал там хорошую часть, взял и все. Вот. Тут такая лужа.
И в прошлых походах здесь я кряквы снимал вам. Ну, это на будни Олега на втором канале, когда за грибами ходил. Вот тут в выводах 7 штук кряквы были. Сейчас, конечно, они уже куда-то ушли. Может, на озеро спустились по ручью. Такие дела. Но они в кадр попали, я это показывал. Вот тут они и были. Ну вот грибы наши, что я оставлял. Такое количество. В общем, загружаю в пакет и идем дальше. Уже все это на сегодня заканчиваю. Все это в рюкзак уже спрячем. Хватит на сегодня. Ну, вот столько получилось. Вот. Видите? Все хорошие. Где-то килограмм 4, наверное. Хватит. Я уже на подходе к реке. В общем, нашел еще 3 гриба здесь. Не крупных. И по треку сейчас 9 километров мне показывает. Но я включился где-то на просеке. И до туда примерно километров 4. Но, грубо говоря, сегодня зигзагами в поисках морожки я прошел где-то не меньше 13 километров. Вот такой поход получился. Все, буду заканчивать. Спасибо вам за просмотры. Ждите новые фильмы. Всем пока. А я сейчас перехожу речку и уже будем считать, что дома. Так. Отсюда начинал сегодняшний фильм. Здесь и заканчиваю. Все, пока.